Якутия занимает лидирующие позиции по темпам роста туристического потока. По статистике, ежегодно в республику приезжает более 200 тысяч туристов. Одним из популярных брендов Якутии является «Холод». И здесь, бесспорно, самый популярный маршрут на полюс холода в Аймекон. На днях завершился фестиваль зимнего туризма «Путешествие на полюс холода Аймекон». Одним из основных мероприятий фестиваля стал форум, прошедший в рамках федеральной программы поддержки предпринимателей «Мой бизнес. Аймекон. Центр зимнего туризма». Но мы являемся организаторами фестиваля «Аймекон. Полюс холода» и форума также предпринимателей «Аймекон. Центр зимнего туризма» и праздника оленевода. В первую очередь хочу сказать то, что в рамках данного фестиваля появились новшества именно в том плане, чтобы увеличить границы самого участника фестиваля. Это наша главная была цель этого фестиваля. Да? У нас появились в рамках фестиваля это форум предпринимателей впервые. Цель этого форума – объединить предпринимателей в первую очередь нашей республики, чтобы они работали уже начиная совместно реализовывать проекты, направленные на развитие туризма и гостеприимства. Отрадно то, что у нас есть предприниматели Сталинградского района, которые проехали 2000 километров именно, чтобы принять участие в этом форуме. Также Статинского, Черепчинского района. Я думаю, то, что в следующем году также у нас география районов республики вырастет. Да? Ну и хочется сказать, что у нас в рамках данного фестиваля есть участники, также туристы из других стран. Это туристы из Индии. Мы вчера также с ними виделись. Можно сказать, что Аймекон полюс холода во всем мире знают, что есть полюс холода. Да? Многие, и делятся на, можно сказать, на две стороны. Это полюс холода считают, что это Антарктида, а второй полюс холода – это Аймекон, полюс холода. Да? И многие приезжают, конечно же, не на холод, с чем ассоциируется у нас Республика Саха-Якутия, они едут в первую очередь к местным жителям, которые живут в таких условиях, потому что Аймекон – это самое холодное место, где живут люди, то есть сам уровень такой гостеприимства, он довольно высокий, поэтому и многие из других стран приезжают, даже которые не знают русского языка, все равно приезжают и здесь находят какой-то более общий язык. И я думаю, что многие все говорят об Аймеконе как о центре туризма, я думаю, в этом плане все идет очень верно и может быть именно в расширении самой географии стран, да, в следующем году именно зарубежных стран у Аймекона появится такая возможность. Программа форума была обширной. Одним из первых вопросов стоял вопрос государственной поддержки предпринимательства. Здесь было много вопросов, и на каждый был получен ответ. Мы сегодня рассказали о своих мерах поддержки среди предпринимателей, в том числе и по продукту туризм, где подробно осветили, какие условия по микрозаймам, какие процентные ставки, срок кредитования, ну и в части условий тоже досконально нашим предпринимателям рассказали. Жалко, что Аймеконский район не входит в арктические зоны УЛУСа, не входит в приоритетные направления. Но, тем не менее, туризм надо развивать, и команда Фонда развития предпринимательства на сегодняшний день готов и к обсуждению с местной администрацией, с Слега, с администрацией района Аймеконского УЛУСа, да, готовы обсудить моменты по поддержке именно предпринимателей, работающих в сфере туризма. Мы готовы создать для них условия, возможно, и по приоритетным направлениям снижать и процентные ставки. Все зависит именно от местного населения, местной власти. Наши двери открыты. Форум собрал предпринимателей Тампонского, Татинского, Чурапчинского, Горного районов. Приехали гости не только из Якутска, но и с юга республики, из города Нерингри. Многие привезли свою продукцию.
Федор – туроператоры со стажем. Они рассказали, как преодолели мертвый сезон и не потеряли команду. Значит, мы занимаемся проектом «Якутия Трип» с 2017 года. Можно сказать, люди мы опытные в этой сфере. Какие трудности? Вообще сложность именно туристического бизнеса заключается в том, что он сезонный. То есть получается, что вне сезона какие-то месяцы может быть такое, что работы не будет. И в связи с этим очень сложно сохранить именно команду, персонал, задержать круглогодично. Поэтому решение вопроса заключается в том, что мы должны вот эти месяцы, которые, допустим, межсезонные, мы должны закрыть. Пример такой: май месяц, когда у нас распутится, когда нет дорог, значит, он был месяц такой нерабочий был. Но мы 3 года назад вот эту, допустим, сложность решили методом того, что мы придумали весенний сплав, очень весенний ранний сплав по речке Хетеме. Также мы решили сделать маршруты на водопады, которые очень хорошо зашли, и поставили пешие маршруты. То есть, когда вот подснежники, когда природа начинает расцветать, мы вывозим туристов на пешие маршруты. И таким образом, допустим, мы сложности решили, что, наоборот, май месяц у нас стал очень продуктивным и рабочим. В туроператорской деятельности самое главное – это безопасность. То есть туристы должны быть безопасности. Это основа основ. Квалифицированные гиды должны обучаться уже и должны иметь уже некий опыт именно водить туристов. Это даже начиная с малых выездов, на которых можно встретить такие трудности, как снегопад. Вот, допустим, мы сюда ехали, была лавина, да? Тоже это немаловажный фактор, который очень сильно влияет на психику туристов. Конечный результат должен быть доволен турист. Вот именно тогда турпродукт является полноценным. На стратегической сессии говорили о дальнейшем развитии туристических маршрутов. Было озвучено множество предложений. Одним из ярких маршрутов обещает быть маршрут повышенной сложности, представленный Иваном Заволоцким, туроператором и хозяином гостиницы в селе Тамтор. По пути экспедиции полюс холода соединяет океаны. Предприниматели из Магадана предлагают поддержать межрегиональный турпродукт «Колымский тракт», а Ульяна Захарова – проект «Аймикон. Зимний курорт». Житель Уснеры, известный теперь альпинист, рассказал о предлагаемых им маршрутах. Я, в свою очередь, рассказал о своих маршрутах, например, на ледник Юрбе, на южные, на северные скалы и на восхождение на гору Афродита. А также я рассказал об организации похода на самую высокую гору Якутии, на гору Победа. Отрадно отметить, что увеличились доходы предпринимателей в сфере такси, гостиниц, а также увеличили производство сувенирной продукции, сбор местного чая, трав. Однако еще есть много возможностей для развития. Надо увеличивать услуги в сфере туризма и, конечно же, обратить внимание на рекламу своего продукта. Мы считаем, что Аймикону перспективы развития туризма в Аймиконском районе очень хорошие, да, так как Аймикон – это одно из самых суровых мест на Земле. Большинство туристов хотят сюда приехать для того, чтобы испытать себя. Сейчас вот в Аймиконе имеется туристическо-рекреационный кластер Аймикон полюс холода, да, и администрация района вместе с предпринимателями стараются развить его.
В Аймиконе вообще как бы очень много точек притяжения, и вот их именно пытаются благоустроить, улучшить. В дальнейшем развитие будет все лучше и лучше, и туристы будут сюда больше стягиваться. Аймиконцы – народ гостеприимный, и в конце дня пригласили гостей в гастрономический театр. Мастер-класс «Вкус Якутии на полюсе холода» провел известный бренд-шеф арктической кухни Николай Атласов. Приехали сюда мы, чтобы провести гастроужин в честь форума предпринимательства в Аймиконском улусе. Хотели показать, что из местного сырья можно приготовить готовый сет гастрономический и его реализовать. Основная задумка у нас гастрономического сета была в том, что мы хотели именно показать подачу, оригинальность подачи, используя то, что есть. Например, вот ветки, лед, пергаментная бумага. Да? Еще одна задумка Николая Атласова была то, что именно вот из местного сырья, то есть перед нами, перед ассоциацией рестораторов и ательеров, да, и туризма, состоит задача именно развития гастрономического готового сета. По итогам форума был принят проект резолюции. Экспертам вручены благодарственные письма и памятные подарки. Я бы сегодня хотел бы всех поблагодарить, организаторов, участников форума, экспертов, всех наших спикеров. Отдельная благодарность участникам с наших муниципальных районов, которые сюда приехали. Особенно хочется отметить Неринглинский район, которые приехали на этот форум за 2000 километров, то есть проехали 1/5, можно сказать, России. У нас есть представители Статинского района, Чурапчинского района, Горного района, эксперты. Я думаю, что сама миссия этого фестиваля именно в расширении границ участников выполнена. И но сам я, как и организатор мероприятий, событийных, в том числе и культурных, но я на таких мероприятиях всегда стараюсь принимать участие в качестве туриста. То есть я осматриваю и объекты, могу и сам сходить куда-то один, да? И вчера мы как раз были на экскурсии, мы посетили Аймикон полюс холода в качестве туристов и хотели бы вручить свидетельство на основании приказа Агентства развития туризма и территориального маркетинга галерея «Полюс холода», учредитель Сивцев Семен Семенович. О включении галереи в единый реестр достопримечательностей Республики Саха-Якутия под номером 369.